Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Одной из категорий граждан, находящихся под особой защитой государства, являются люди с ограниченными возможностями здоровья. Надзор за соблюдением прав инвалидов в различных сферах жизнедеятельности и их защиту осуществляют органы прокуратуры. Какие права и социальные гарантии имеют граждане с ограниченными возможностями здоровья? Какие из них чаще всего нарушаются? Как отстоять и защитить указанные права? Об этом наше интервью со старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Республики Саха-Якутия, советником юстиции Виталием Хоном. Виталий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем нашу беседу с того, что расскажем, чем урегулированы права граждан с ограниченными возможностями здоровья. В Российской Федерации существует и действует довольно-таки обширная нормативно-правовая база по защите прав инвалидов. Здесь следует выделить, конечно же, основной закон. Это Федеральный закон о социальной защите прав инвалидов Российской Федерации, который предусматривает довольно-таки широкий спектр прав и, соответственно, обязанности органов госвласти, организаций предприятий по поддержке их прав и защите, соответственно, во многих сферах. В основном можно выделить это в сфере трудовых взаимоотношений, правоотношений, в медицине, пенсионном обеспечении. И также есть и доступность к объектам социальной инфраструктуры, также транспортной инфраструктуры. Это все предусмотрено также и отдельными законами, конечно же. А каков в целом порядок признания лица инвалидом? Порядок предусмотрен, также урегулирован постановлением правительства Российской Федерации о порядке признания гражданина инвалидом. Здесь можно, если вкратце изложить так, что основным органом, который проводит медико-социальную экспертизу инвалида по установлению наличия либо отсутствия инвалидности, а также какой группы будет относиться человек, это бюро. У республики осуществляет свою деятельность бюро медико-социальной экспертизы ГБУ Республики Саха-Якутия. Соответственно, может быть гражданин направлен медицинской организации, пенсионным органам, осуществляющим его пенсионное обеспечение, либо органам социальной защиты населения. А вот бывает так, что гражданину отказали в подтверждении инвалидности. Может ли он обжаловать это решение и в каком порядке? Да, конечно, законом предусмотрена возможность обжалования данного решения. В течение месяца гражданин может обжаловать в бюро медико-социальной экспертизы данное решение, также обратившись через портал государственных муниципальных услуг, либо обратиться в суд. И также, соответственно, органы прокуратуры в любом случае. А на вашей практике какие были нарушения, связанные с данной темой? Может быть, есть какие-то примеры? В сфере защиты прав инвалидов органами прокуратуры республики уделяется особое внимание по защите прав данной категории граждан. Ежегодно выявляется более, можно сказать, 500 нарушений, принимаются меры реагирования различные по восстановлению прав инвалидов. К примеру, можно привести наиболее распространенные нарушения. Это в сфере медико-социального обеспечения, выдачи лекарственных средств, которые предусмотрены инвалидам как бесплатные. Также выявляются нарушения, связанные с квотированием рабочих мест для инвалидов, к обеспечению их, к объектам, как я уже говорил, социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры. Основные нарушения, которые можно выделить основными блоками. Есть, конечно, еще и другие нарушения, связанные с пенсионным также обеспечением техническими средствами реабилитации, которые предусмотрены их программами. Во всех случаях принимаются меры реагирования по восстановлению их прав. А может ли гражданин сам защищать, например, свои права, отстаивать их, и если да, то как это происходит? Конечно, гражданин может обратиться также и в судебные органы, правоохранительные органы, и в первую очередь, конечно, также в прокуратуру может обратиться, которая будет принимать меры, то есть после проведенной проверки при наличии нарушений будут приняты меры реагирования. В том числе есть возможность обращения в суд в интересах данной категории граждан. А в каких случаях лучше обратиться все-таки в прокуратуру? В данном случае, конечно, вопрос, можно сказать, что он индивидуальный от серьезности нарушения. Да? Если мы говорим о том, что на постоянном основе осуществляется надзор в указанной сфере, то
несмотря, мне кажется, на значительность, незначительность данного нарушения, стоит обратиться в органы прокуратуры, так как данные нарушения могут носить систематический характер в отношении других лиц. Поэтому мы всегда рекомендуем и разъясняем права, и, то есть открыты для принятия обращений к такой категории граждан. Давайте теперь поговорим о пенсионных правах данной категории граждан. Какие пенсионные права есть у них? Ну, пенсионеры первой, второй, третьей группы имеют право, конечно же, на пенсионно-страховое обеспечение, да? Продолжение трудовой деятельности, также получение ежемесячных выплат. Детям-инвалидам также предусмотрены ежемесячные выплаты, которые осуществляются Пенсионным фондом Российской Федерации. В том числе предусмотрен еще набор социальных услуг, что включает в себя санаторно-курортное лечение, медицинское обеспечение, ну и также, как я говорил, уже страховые и пенсионные выплаты ежемесячные, в зависимости от категории инвалидности установленной. А что насчет жилищной сферы? Какие там есть права? В жилищной сфере также инвалиды имеют право на увеличение жилой площади, но по нормативам, но не более чем 2 раза. Это все зависит от заболевания. Да? И если имеется хроническое заболевание, которое подтверждено соответствующим медицинским учреждением, инвалид имеет право, значит, на увеличение жилой площади, но не более чем 2 раза. Также предусмотрены компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг. 50% можно компенсировать их. То есть государством такие гарантии установлены в жилищной сфере. А есть ли какие-то льготы по ипотеке? Да, по ипотеке также с 2019 года действуют льготы, которые предусматривают уменьшение размера на определенный период выплат, либо приостановление выплат. Это 2019 года предусмотрено. Ну, это инвалидам первой, второй группы, хочу уточниться. А может быть, поговорим о льготах по выплате ипотеки по какой-то определенный период? Вот, может быть, уточним? Определенный период, он устанавливается по соглашению с банком. То есть здесь, учитывая то, что это коммерческие организации, да, вопросы, они индивидуальны. Тоже зависит от сроков, да, от сумм, но законодательно предусмотрено. Но, к сожалению, конечно, говорить о том, что полное освобождение нету. То есть это приостановление, либо уменьшение размера, там, по-моему, до полгода. Виталий Сергеевич, давайте перейдем в сферу труда. Какие там есть гарантии? Да, в сфере труда тоже обширный спектр прав предусмотрен. В частности, законодательством установлено для работодателей, которые численность работников имеет свыше 100 работников, они должны предусмотреть квоты для инвалидов. То есть это от 3 до 4% квота предусматривается от численности, то есть зависит от численности. Если у работодателя работает от 25 до 100 человек, то законом республики, у нас есть закон республики, также о квотировании рабочих мест, также предусматриваются места для инвалидов. То есть каждый работодатель должен предусмотреть эти места, когда человек обращается с инвалидностью, да, он имеет право, преимущественное право при наличии таких мест, имеет право на трудоустроиться и работать. К сожалению, работодатель допускает данные нарушения, то есть не соблюдает установленный порядок квотирования. Органами прокуратуры в 20 районах были выявлены такие факты со стороны работодателя. Ну, соответственно, были приняты меры, и нарушения устранены в этой части. А если человек с инвалидностью хочет, например, получить образование, есть ли у него там какие-то преимущества? Да, в сфере образования предусмотрены получение образования по бакалавриату и специалитету за счет бюджетных средств, но в пределах установленной квоты. И также предусмотрено при обучении предусмотрено бесплатное проживание в общежитии, выделение жилых помещений. А какие еще есть меры социальной поддержки? Меры социальной поддержки, там же, в том числе, как я уже говорил, если подробнее останавливаться, это свободный доступ должен быть обеспечен к объектам инфраструктуры, получается, транспортной инфраструктуры и социальным и учреждениям, административным в том числе. Да? Если мы говорим, что есть установка пандусов, да, подъемников для инвалидов,
На транспорте должны быть предусмотрены специальные технические средства, а также на общественном транспорте должны быть предусмотрены. Это все предусмотрено законом. А также еще, как я и говорил, на лекарственное обеспечение бесплатное. То есть им выписываются отдельные категории, выписываются в зависимости от инвалидности, заболеваний. Они имеют право на льготное получение лекарственных препаратов по рецептам врачей. Ну, в этой сфере у нас, да, органы прокуратуры выявляется нарушение в части их обеспечения лекарственными препаратами. То есть допускается нарушение сроков выдачи лекарственных препаратов по рецептам. Также имеются случаи, когда рецепты вообще не выписываются ввиду отсутствия лекарственных препаратов. Ну, по всем данным фактам органами прокуратуры принимаются меры для того, чтобы своевременно обеспечить их в полном объеме, их обеспечить лекарственными препаратами. А имеют ли инвалиды право на какой-либо налоговый вычет? Да, имеется право на налоговый вычет, он предусмотрен статьей 218 Налогового кодекса Российской Федерации, где предусмотрено ежемесячный налоговый вычет до 500 рублей. Но там свой порядок тоже действует, который регулируется и производится налоговыми органами. Виталий Сергеевич, в конце нашей беседы хотелось бы спросить, насколько люди с инвалидностью сами осведомлены о своих правах и какие меры ответственности предусмотрены за нарушение прав инвалидов? В данной сфере, ну, я считаю, что в сети интернет, в сетях массовой информации, в принципе, довольно-таки часто и публикуется, и органами также исполнительной власти субъекта, органами пенсионного фонда, фактически публикации, выступления есть. То есть люди, я так думаю, что осведомлены о своих правах в основном. Но, конечно же, надо эту работу продолжать. В части ответственности за нарушение прав инвалидов тут можно разделить их на 3 вида. Это гражданско-правовая ответственность, административная ответственность, ну и самые за серьезные нарушения есть предусмотрена уголовная ответственность по отдельным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Соответственно, по гражданской правовой ответственности регулируется гражданским кодексом, законодательством, гражданским кодексом, гражданско-процессуальным законодательством, то есть это возмещение вреда, причиненного инвалидам. По административной ответственности, значит, предусмотрена ответственность за необеспечение доступа к объектам инфраструктуры, есть ответственность в сфере труда за невыплату заработной платы, кстати, о чем я и говорил, по квотированию рабочих мест также предусмотрена ответственность. В сфере уголовного, конечно, там отдельные статьи, которые напрямую не связаны, но предусматривают нарушение частной жизни инвалида, да, невыплата заработной платы, такие меры ответственности предусмотрены законодательством. Виталий Сергеевич, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Уверена, после выхода нашего интервью осведомленности у людей станет гораздо больше. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, я напомню, что сегодня у нас в гостях был старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Республики Саха-Якутия Виталий Хон. Всего доброго, берегите себя.